В 24 регионах России начинает работу школа межэтнической журналистики. Одна из них заработала в столице Коми. На протяжении 2 месяцев студенты под руководством куратора будут знакомиться с этнокультурной политикой и общаться с представителями национальных культур. Как отмечают участники курсов, школа межэтнической журналистики – это еще один способ попытаться сохранить самобытность и культурное достояние региона. Думаю, что журналистика – это полезный навык, даже когда работаешь далеко от этого направления. Потом мы не знаем, как повернется наша жизнь, может, вернусь обратно в журналистику, стану тематикой уже. Это все равно развитие идет, чтобы люди не забывали об этом, коми, скажем так, если мы говорим о коми-культуре. Во-вторых, это в моду выходит. Все теоретические знания, которые участники получат на лекциях, будут обязательно закреплены на практике. Еще для студентов будут организованы поездки по селам республики, например, в Иб. Поэтому поле для творчества большое. Лучшие работы будут опубликованы в региональных СМИ и на федеральном сайте «Национальный акцент». А самые лучшие ученики получат возможность побывать на медиафоруме в Москве. Мы 100% будем лучшие. Это зависит от вас. Ну а как еще? Если мы не стремимся вперед и вверх, значит ничего не будет. Мы будем лучшими. И у нас поедет не один победитель, а 2 человека. Поедут, даже я скажу вам числа, это 29, скорее всего, октября, ноября. Мы поедем в Москву и пробудем там 3 дня. Первый день это будет медиафорум, потом награждение победителей конкурса «Федерального миротворец». И выезд в регион, скорее всего, в Ярославскую область, но в те места, куда обычный человек вряд ли попадет, потому что просто не знает, куда ему держать путь. Стоит отметить, что школа межэтнической журналистики проходит в Сыктывкаре уже в 6-й раз. За это время ее ученики смогли побывать и в корпусе знаменитого журфака МГУ, и в интереснейших этноэкспедициях, а самые талантливые продолжили журналистскую деятельность в печатных изданиях и на телевидении.